Ассаламу алейкум. Все, кто так или иначе интересуется геополитикой, он видит, что во всем мире проходят большие военные конфликты, экономические кризисы, вообще глобальное переформатирование всего и вся. Вот специальная военная операция на Украине, например, Карабахский конфликт, который еще далеко не затух. События на Ближнем Востоке, события в Афганистане, даже в Средней Азии появляются проблемы, Юго-Восточная Азия, Африка, десятки и десятки военных конфликтов. Страны стремятся к объединению, к созданию каких-то военных союзов, к укреплению своих экономик в условиях этого кризиса, понимая, что впереди грядут нелегкие времена. Но нам, чеченскому народу, который последние 25 лет, строил Чеченскую республику, возрождался, укреплялся, нам предлагают все это бросить. Бросить вообще все наработки, которые у нас есть, отказаться, от всего, что сделано, силами чеченского народа, отказаться от мира, который добыт огромной ценой, на самом деле огромной ценой, и снова, броситься, в пучину войны, последовав, за какой-то кучкой каких-то непонятных людей, которые, будучи в Чеченской республике, ничего из себя не представляли, и сейчас ничего из себя не представляют, просто набрали себе аудиторию и все. Вот их самое, большое достижение в их жизни. Любой человек, который как-то странно себя будет вести, он по-любому наберет какую-то аудиторию, и какая-то аудитория будет что-то ему писать в комментариях. Это означает, что 1,5 миллиона человек, живущих в Чеченской республике, должны снова, поверить каким-то байкам, пропагандистским лозунгам этих так называемых евроичкерийцев, и видя, какие-то эти все военные конфликты, большие проблемы, которые происходят в мире, окунуться в них, с головой. Чтобы что? Чтобы к чему прийти, непонятно. Точнее, понятно, прийти к своей погибели, к катастрофе. Пока эти евроичкерийцы, в кавычках, будут и дальше, получать свои дивиденды от специальных служб, от каких-то неправительственных и правительственных организаций и в Европе, и в Турции. Я думаю, что они доживают, как я и ранее говорил, свои последние месяцы, может годы, пару-тройку лет, возможно, у них осталось. После чего вся их деятельность будет так свернута и выброшена на помойку. Все проблемы, которые возникают уже сейчас в этих странах, мы же уже наблюдаем за тем, что эти проблемы европейские правительства пытаются обратить против мигрантов. И против мигрантов, и против разного рода беженцев. И эта ситуация, она будет усугубляться. Поэтому обычным чеченцам, которые живут в Европе, им, естественно, нужна эта дорога в Чеченскую республику. И она у них есть. И мы знаем, что десятки и сотни тысяч чеченцев ежегодно приезжают домой, привозят сюда своих детей, свои семьи, чтобы эта связь с Родиной, чтобы она не была потеряна. А евроичкерийцы, понимая, что вся их дальнейшая жизнь, она связана или с Европой, или с Турцией, они уже плевать хотят на эту землю, что с нами с этой республикой произойдет через год, 5 лет, 10 лет. Им на это плевать.
Им главное гнуть, значит, свою линию, изображать себя какими-то патриотами, истинными мусульманами, по их словам просто, они только являются истинными мусульманами, все остальные уже целыми категориями, значит, сотнями тысяч людей они объявляют и кафирами, муртадами, мунафиками, нацепляют эти ярлыки. Любое малейшее соприкосновение с властью, будь это врач, учитель, кто угодно, объявляется ими там национал-предателем. Причем эта политика, она была и в 90-х годах. Они и тогда обвиняли, как только кто-то, значит, выступал против их власти, выражал какое-то недовольство, они объявляли их, что они сотрудничают там, с ФСБ, там, сотрудничают с теми, с другими. Это их излюбленная тактика. И на втором месте это постоянное повторение одних и тех же лозунгов. Годами они говорят лозунгами, при этом не принося фактически своей деятельностью никакой пользы чеченскому народу, а только вред. Они распространяют фитну, но при этом не распространяют ничего хорошего. Они заявляют, значит, о благих целях, и в этих же заявлениях распространяют фитну. Они ни за что не отвечают. Ни за что. Они просто сами пройдитесь по интернету и поищите, постарайтесь найти какие-то хотя бы чеченские семьи, которым бы эти евро-ичкерийцы хоть в чем-то помогли. Ноль деятельности в этом направлении. Ничего, ни одного хорошего слова про позитивные изменения, которые происходили на территории Чеченской Республики за последние 25 лет. Только за то, что они человека, который возглавил борьбу чеченцев за мир, за сохранение нашего народа, только за то, что они говорят плохие вещи в его сторону, этих людей уже надо было бы, если даже они ничего остальное не сделали бы, уже этого было бы достаточно для привлечения их к самому жесткому наказанию за их слова про нашего первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова, Алгазов Хобалдольсон. Ведь это человек, который, зная, значит, что появятся такие люди, которые будут против него выступать ради своего какого-то хайпа, объявлять его предателем и так далее. Он стал между молотом и наковальней. Он в самое сложное время был со своим народом, пока эти бегали, значит, или по Европам, или часть бегала там по лесам рядом с Грузией, чтобы в нужный момент туда перебраться, и перебирались, развязав эту войну. Он оставался со своим народом. И что бы вот эти, значит, болтуны сейчас не говорили, что бы они там не болтали, Ахмат Хаджи, именно истории чеченского народа, останется человеком, который принес мир на эту землю. В ситуации, когда казалось бы, что все, уже выхода нет. Потому что нам надо вспомнить 99-й год, в какой ситуации мы находились тогда, к чему нас подвели, значит, ичкерийские лидеры, в кавычках. Просто вспомните. А если не знаете, то поспрашивайте взрослых, своих отцов, может, старших братьев, где мы находились. В какой ситуации у нас села были, в какой ситуации был Грозный, на каких правах тут жили люди при ичкерийском режиме. Или вспомните, поспрашивайте про время еще до начала Первой войны, когда Дудаев посылал танковые войска на Урус-Мартан, на Толстой-Юрт, на села там Наурского и Натеречного районов, на бронированных, значит, на танках и БТРах. Это они развязали эту гражданскую войну, расстреливали людей, там сотни просто погибших было. Еще до начала Первой Чеченской войны. Спросите их, как они расстреляли, значит, городское собрание,
как они устраивали вот эти митинги, нагнетая эту атмосферу ненависти в Чеченской Республике, как они нагнетали здесь националистические и нацистские настроения. Вспомните, что они там кричали. И сейчас какая-то кучка моральных деградантов, по-другому их не назвать, потому что их послушаешь и изучишь их биографии, и становится понятно, что это абсолютный мусор. Нет ни зерен правды, ни зерен истины, ни каких-то попыток прийти к чему-то благому в их действиях и в словах. Это абсолютные и тотальные лицемеры, которые ради своего личного внутреннего комфорта готовы оболгать кого угодно и что угодно, предать кого угодно и что угодно. Подставить, предать, оболгать – это их политика. Они, значит, куда-то убежали и радуются, когда даже просто если пожар случается в Чеченской Республике, они этому радуются. Несколько лет назад, просто вспомните, когда там произошел теракт, они оправдывали террориста, который сзади напал на сотрудника ГИБДД, когда тот делал омовение в мечети и нанес ему больше 10 ножевых ранений, убил его. И они этого террориста оправдывали. Это они пытаются, значит, в головы нашей молодежи запихивать какие-то мысли, чтобы те перешли на какой-то неправильный путь. И, конечно, тех, кто нарушает закон или какие-то чеченские адаты, конечно же, их будут привлекать к какой-то ответственности. Иначе здесь воцарится хаос. Полный беспредел. И в условиях полного беспредела, поймите, вообще будут страдать все. Это коснется каждого жителя Чеченской Республики и вообще каждого чеченца, так или иначе. И мы потеряем все наши достижения, которые с таким трудом добыты. По воле Всевышнего Аллаха у нас мир. Выйдите на улицу, посмотрите, можете в любое время куда угодно пойти, поехать, там, хоть в горы, хоть куда, вас в фамилию даже не спросят. Есть возможность работать, есть возможность зарабатывать, кормить свои семьи, получать знания вообще в любой области, и в светских, значит, предметах, и в области религии. Альхамдулиллах, почему мы не должны это ценить? Почему мы должны от этого отказаться? Почему мы в условиях, когда по всему миру под 100 военных конфликтов, должны снова, значит, броситься в устроить какую-то войну, которая приведет к реальной катастрофе? Вместо того, чтобы жить, знаете, в этом государстве, отстаивая, конечно же, свои права, как этноса, как нации, как мусульман, строить и республику строить, и строить это государство, и улучшать это государство, и добиваться высот в этом государстве, которое является вообще самым большим государством в мире, имеет выходы практически ко всем океанам, обладает и природными, и всеми ресурсами. Почему мы должны от этого отказываться? И как нам предлагается дальше жить? Как нам предлагается вообще выживать после этого? Никак, у них нет никаких предложений, 0 предложений. Ничего содержательного нет в их лозунгах, в их пропаганде. Кроме того, чтобы просто привлечь к себе внимание молодежи, которая еще не достигла какого-то возраста, чтобы анализировать ситуацию, чтобы выстраивать какие-то причинно-следственные связи, делать правильные выводы, ставить себе правильные цели. Они пытаются эту молодежь использовать просто как расходный материал. Они радуются, если что-то плохое происходит с любым там представителем молодежи.
Человек ногу сломают, они обвиняют в этом там руководство Чеченской Республики. Они какого-то подростка там, если наталкивают на что-то плохое, и этот человек, этот молодой парень что-то плохое, значит, совершает, потом, естественно, правоохранительные органы привлекут его к ответственности. Они его привлекают к ответственности, а те, которые его спровоцировали, потом кричат: вот, смотрите, это беспредел. А в чем беспредел? Беспредел в том, что вы их провоцируете, представители этой молодежи. Вы их наталкиваете на этот путь. А руководство Чеченской Республики не заинтересовано в том, чтобы эти там молодые ребята выбирали вот этот неправильный путь, путь фитны. Они заинтересованы в том, чтобы они набирали знаний, чтобы они учились, чтобы из них мы получили специалистов, которые дальше будут строить эту республику. Руководство Чеченской Республики говорит о том, что надо по утрам молиться именно в мечетях. Вообще надо молиться утром в мечетях обязательно, чтобы вы приходили на пятничную молитву обязательно, чтобы женщины носили хиджаб, чтобы дети обучались аятам из священного Корана с детства, с детских садиков у нас учат Корану, в школах учат, в университетах, везде молельные комнаты, мидресе, школы хафизов, мечети. Все делается. Все делается, и промышленность у нас развивается. У нас есть огромные заводы, чья продукция поставляется и в другие регионы. Строятся здания, дороги, мосты. И только за то, что вы, уроды заграничные, лжете про фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова, вот эта бесконечная ложь, такая лицемерная, такая грязная. Я, как журналист, как человек, который ежедневно проверяет там новостные сюжеты, редактирует их, я вижу, какой огромный масштаб гуманитарной помощи оказывает фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова ежедневно. Сотни тысяч людей получают помощь. Еженедельно несколько десятков тысяч в обязательном порядке получают именно продуктовую помощь. Каждый месяц по-любому бывает, что кому-то построят дом. Только вот буквально недавно почти 100 человек им дали дома. Полные построенные дома дали. Дают квартиры сиротам. Вот буквально тоже недавно, вот буквально на днях нескольким десяткам сирот дали квартиры. О них заботятся. Там детям тысячи велосипедов дарят. У нас проходит огромное количество разного рода мероприятий. Мы улучшаем свой имидж. Главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым проводится целенаправленная политика, направленная на улучшение имиджа чеченцев во всем этом мире. И он достиг в этом таких успехов, которые нам и вообще и не снились никогда, вы понимаете? Мы и мечтать об этом не могли, что у нас будет такой авторитет в этом государстве. Просто представить такое не могли. И сегодня, если появилась какая-то кучка провокаторов, которая выступает против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который представляет интересы чеченского народа, то против этих провокаторов мы, безусловно, будем вести борьбу всеми доступными способами. Разрешенные религии, ислам, законами, России и адатами чеченского народа. Безусловно, это наша обязанность. Обязанность каждого чеченца. Каждый чеченец должен участвовать в жизни Чеченской Республики, беспокоиться о судьбе Чеченской Республики и чеченского народа, активно себя проявлять и защищать наш народ, нашу республику, безусловно, и, конечно же, религию, ислам, защищать это государство, в котором мы живем.
и не поддаваться на какие-то незаконно рожденные призывы и пропаганду, которую нам пытаются, толкать. И толкают на протяжении каких-то десятков лет какие-то глупые призывы, глупые утверждения, ложь просто выдуманная на ровном месте. Они выдумывают ложь про любого человека. Но это какой-то запредельный уровень лживости, который они проявляют. Это не можешь даже в это поверить. И вся их биография, она связана с ложью, с наркоманией, с алкоголизмом. Среди них нет ни одного человека, который здесь, будучи в Чеченской Республике, поддерживал бы нормальные родственные отношения со своими родственниками. И ближайшими, и дальними. И это о них многое говорит. И их устраивает, я вас уверяю, жизнь в Европе. Они не хотят в Чеченскую Республику. Но они жестоко ошибаются, что они будут вот так, спокойно, припеваючи жить в Европе, наслаждаясь, жизнью, наслаждаясь тем, что они, какую-то аудиторию набрали, и перед своими кураторами они говорят, что вот у меня есть аудитория, и я на нее воздействую. И тем самым участвуя, в противостоянии НАТО, Европы с Россией. Вы предали свой народ, предали эту республику, предали своих родственников ближайших и предали свою собственную семью. И когда мы говорим о том, что вы своих детей, завлекли туда, в ЛГБТшную среду, мы не говорим обо всех чеченцах, нет. Там есть разные чеченцы, которые по тем или иным причинам уехали, но вы-то уехали и при этом объявляете себя святошами, самыми чистыми мусульманами. Вы же лицемеры, вы же повально все лицемеры. И то, что вы перед тем, после того, как вы включаете камеры, напяливаете на себя маски правоверных мусульман, это ничего не означает. Ваше грязное нутро, оно видно, оно вообще всем видно, у которых есть более-менее способность размышлять. Абдурахманов, сколько грязи у этого человека, начиная с жизни в Чеченской Республике. Человек, испугался, убежал куда-то, после этого начал что-то изливать какую-то свою душу, весь свой комплекс своих каких-то обид. Или бич халитов. Это же натуральный бич. И я лично про него узнавал. Человек наркоманил, подставлял свою собственную семью, предал своего старшего брата, завлек его в Сирию, чтобы его там убили. Или Закаев, самый законченный лицемер, который вообще может быть на этом свете. Закаев еще пытается кому-то что-то говорить. Нет, вместо того, чтобы забиться куда-нибудь в дальний угол и позориться там, он не стесняется появляться на камерах и изображать из себя некоего, представителя, и называет себя премьер-министром, который предал вообще всех. Изучите его биографию. Билакиев незаконно рожденный. Об этом не я говорю. Об этом говорят люди, которых он называет своими родственниками. А эти родственники говорят, что он им не родственник. И объясняют, какая у него была биография. Поэтому пускай он занимается своим народом и своими проблемами и не лезет к нам, например. Или остальные, сестры Янгулбаевы. Мы знаем биографию их семьи. Мы знаем, как они, просто вспомните, как они общались в своей семейной группе, матерясь в присутствии матери, отца, а мать и отец в присутствии своих детей матерятся. Это же ненормально, это ненормальные люди. Они не имеют, по сути своей, все эти перечисленные мной люди, к нормальному чеченскому народу, к истинно чеченскому народу. Я не знаю, как они среди нас затесались, но сейчас это люди, которые
из кожи вон лезут, чтобы хоть что-то, хоть какой-то вред причинить чеченскому народу. Альхамдулиллах, все попытки, вся их ложь, она обречена на провал. Альхамдулиллах, у чеченского народа есть достойный лидер, и есть его достойные братья, его достойные сестры,